Возвращаемся к новостям. Чтобы веточка к веточке. Такого эффекта добиваются путем кропотливой и своевременной работы. Все необходимые процедуры для отменного в будущем урожая сейчас проводятся в государственном унитарном предприятии «Садовод». Там взялись за восстановление яблоневого сада. Это, кстати, территория около 100 гектаров. Светлана Томова расскажет, как сформировать правильную крону. 40 тысяч яблоневых деревьев. Именно стольким саженцам работникам ГУПа «Садовод» необходимо провести так называемую глубокую омолаживающую обрезку. Каждое деревце сейчас нуждается в индивидуальном уходе, поэтому обрезку кроны рабочие проводят очень аккуратно, чтобы не повредить здоровые ветви и обрезать только зараженные калифорнийской щитовкой. Это сорт Прима. Мы здесь сделали глубокую омолаживающую обрезку, даже и детально. Вы видите, как мы до самого штамба обрезались это. Но больше это было из-за того, что здесь были поражены деревья плодовые калифорнийской щитовкой. Это страшный вредитель, карантинный вредитель. Ну, мы и с химией работали, но и нельзя было обойтись без обрезки. Поэтому мы убрали, где-то посадили мы на штамп отдельные деревья. Яблоневый сад раскинулся на 100 гектарах земли, но за последний год перестал приносить хороший урожай. Руководство предприятия надеется, что именно обрезка деревьев, а не их выкорчевывание, восстановит былую славу сада. Если мы раскорчевку делаем, так после раскорчевки надо, чтобы земля отдохнула год-два, полевые культуры, потом глубокая спашка плантажная, потом приобретение саженца. Это большие, мы посчитали так, большие затраты. Пошли по другому пути. То есть решили, корневая система хорошая, сорта породы хорошие, сделать глубокую омолаживающую обрезку. Первые работы по возрождению сада начали еще зимой 2016 года. Своевременная обрезка позволяет правильно формировать крону растения, чтобы каждая веточка получила достаточное количество света и воздуха, отмечают агрономы. А спиливание старых ветвей избавляет от различных вредителей и дает жизнь новым ветвям. Весенняя обрезка жизненно важна. Благодаря этому деревья больше плодоносят. Причем, если кустарники быстро обрезать и весной, и осенью, то работу с деревьями советуют проводить именно весной, до начала сокодвижения. Есть у нас отдельный участок, где мы проводим минимальную обрезку. То есть мы здесь обрезка, каждый сорт имеет свою особенность, и каждый сорт надо подходить индивидуально. Свыше 2000 деревьев алачи, 40 тысяч яблонь и более 8 тысяч кустов малины, которые посадили в этом году. За всем этим хозяйством нужен глаз да глаз, говорит садовод. По словам директора ГУП «Садовод», первую продукцию, это свыше 100 тонн, они планируют получить в конце августа. Ну а жители нашей республики смогут купить эти яблоки во всех рынках нашей республики. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24. Побывать на месте исторического события появилась возможность у любого путешественника. Речь идет о том периоде, когда в селении Ангушт был подписан акт присяги о вхождении Ингушетии в состав России. Провести экскурс к склону Барта-Босси было решено Комитетом Ингушетии по туризму. Такими тропами теперь можно будет шагать регулярно. Ну а что для этого сделать, узнаем у Залины Могушковой. С левой стороны из разного рода старейшины и уважаемые люди. Экскурсоводы с туристическими группами не раз останавливались у этого барельефа, который иллюстрирует один из главных исторических эпизодов Ингушетии. Памятник первым встречает всех гостей мемориала памяти и славы, поэтому о нем знают многие. Но сам склон Барта-Босси, где был подписан акт присяги ингушского народа, всегда оставался у многих современников лишь в воображении. Поэтому региональный комитет по туризму организовал культурно-просветительскую поездку в село Ангушт, чтобы показать те самые места не на бронзовой плите, а вживую. До селения от Насыркорта через Северную Осетию путь не близкий, около часа езды. Ангушт – первое поселение, основанное ингушами на равнине. Здесь сохранилось и старинное кладбище с надгробными камнями XVIII века. На окраине селения, наконец, виднеется и сам склон. Здесь в 1770 году, 17 марта, ингуши, ряд ингушских обществ присягнули на верность царю. И здесь так прошло такое событие, которое у нас в истории называется «Добровольное хождение Ингушетии в состав России». Мероприятие оно проходило как-то
празднично. Здесь 3 дня проходили праздничные гуляния, варились в больших котлах мясо. Ребятам повезло, эта местность сегодня не скрыта туманом. При ясной погоде склон можно увидеть даже на таком большом расстоянии. Здесь нет ни памятников, ни других отличительных знаков. Лишь сам склон, молча свидетельствующий о давно минувших событиях. Я считаю, что ингушам, всему народу обязательно знать эту историю. Как они вошли, в каком месте, при каких обстоятельствах. Многие наши студенты, многие школьники об этом не знают, и мы, так сказать, стараемся изменить в этом направлении. Мы устраиваем многие маршруты, многие экскурсионные походы, для того, чтобы наше подрастающее поколение знало об этом. О предстоящей экскурсии Ахмед Тачиев узнал в социальных сетях. Он, не раздумывая, отправился в поездку. Ветеринар по профессии в этом селе был почти 25 лет назад. Совсем мальчишкой он бегал по сельским улицам, когда приезжал в гости к родственникам. Тогда он, конечно, не предполагал, что, взглянув на холмы, можно лицезреть легендарный склон, олицетворяющий важное событие в истории народа. По-любому Хацевич вещается реально, что комитет туризма Комитет по туризму посвятил эту поездку 248-летию вхождения ингушей в состав России. По новому историческому маршруту сотрудники теперь рассчитывают возить экскурсантов и туристов намного чаще, не дожидаясь праздничного повода. В ближайшее время в планах, конечно же, проводить ежеквартальные выезды и, конечно же, с участием и школьников, и студентов, чтобы они могли поближе познакомиться и с историей, с культурой ингушского народа. Чтобы присоединиться к экскурсионной группе, нужно обратиться в туристическое ведомство. Здесь предоставляют транспорт и услуги экскурсовода. Залина Могушкова, Джамалил Тамасханов, Адам Далаков. Новости 24. 21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир по ММА М1 Челлендж 91, в рамках которого в главном бою вечера действующий чемпион в полулегком весе Хамзат Далгиев будет защищать свой титул против Нейта Ландвера. Сейчас файтер ведет серию из 10 побед подряд. Его соперник – один из самых ярких бойцов дивизиона. Зрители ожидают по-настоящему чемпионский бой. Ожиданиями от поединка и статистикой бойцов поделится Тамерлан Хамхоев. 7 июня 2014 года. Битва в горах. Проигравший свой дебютный поединок в рамках Лиги М1, Хамзат Далгиев задался одной единственной целью. Нет, не отомстить, а просто взять чемпионский пояс организации. С тех пор прошло несколько лет и 9 поединков. И вот 24 ноября 2017 года в рейдж против Далгиева выходит чемпион в полулегком весе Иван Бухингер, которого называли кошмаром российских бойцов. Одного удачного тейкдауна после пропущенного удара хватило Далгиеву, чтобы отправить Бухингера на покой. Да здравствует новый чемпион. By way of first-round knockout, and now the new M1 featherweight champion, Hamzat Dalgiev defeats. Мнения о том, что сложнее, завоевать пояс или защитить его, расходятся. Кому-то труднее дается защита титула, кто-то сталкивается с неприятностями только в процессе завоевания. Другие же, как, например, Маусар Евлоев, не чувствуют соперников ни при отборе, ни при защите титула. Хамзату Далгиеву предстоят очень сложные проверки, и первая из них под названием «Американский поезд» или «Нейт Ландвер». Тик-так, тик-так, часики тикают, Хамзат. Держись покрепче за свой пояс, пока он еще у тебя. Поезд приближается. Я чувствовал, что М1 Global подписывает меня для того, чтобы я стал их чемпионом. Я знаю, что могу вырубить его в любой момент боя, но мне нравится представлять, как мы начинаем 5-й раунд боя, окровавленные, избитые, изнеможенные до смерти, стоящие на грани. Настоящий бой двух псов в стиле Nate the Train. Я считаю, что Далгиев является чемпионом не случайно. Причина его чемпионства проста. Он просто еще не встречался со мной.
Ландвер зарекомендовал себя не только как яркий и взрывной боец с очень сильным характером, но и как шоумен. Из своих боев он умеет делать зрелище, а большего зачастую зрителям и не нужно. Теперь дело за Долгиевым, который будет готовиться к бою со всей ответственностью. Тем более, что Хамзат еще давно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в бою против Ландвера. В данный момент я видел там, как сказать, нового Конора Макгрегора. Конор Макгрегор в М1, это Ландвер, по-моему, его зовут, тоже американец, хороший такой. А так, пока нету оппонента. Мне, в принципе, без разницы, с кем драться, главное, чтобы защитить свой пояс. Итак, Ландвер против Долгиева. В чем сильные и слабые стороны оппонентов? Спортивные журналисты НТРК поделились своим мнением относительно боя. В принципе, соперника он сам выбрал. После окончания поединка с Бухингером он сам признался, что хотел бы выйти в рейдж против Найта. И мы дождались этого события. И были такие несколько постов от Найта, что он решительно намерен отобрать пояс у Хамзата. И в чем мы, конечно, не сомневаемся, и Хамзат не намерен отдавать свой пояс. Но если говорить про качество, Хамзата очень яркая черта в нем – это дух, настоящий темперамент ингушского бойца. Он никогда не сдается, хорош как в партере, так и в стойке. Мне кажется, Нейту придется нелегко, но и Нейт может навязать свой стиль ведения боя, и Хамзату тоже станет некомфортно в рейдж. Но единственное, что я помню по поединкам Хамзата, что именно такого стиля бойцы очень удобны для Хамзата Долгиева. Вот такие взрывные, которые пытаются работать первым номером. И по первым минутам каждого поединка против таких спортсменов может показаться, что Хамзат Долгиев уступает им и в тактике, и в мышлении, и в физике. В рамках Лиги М1 Ландвер провел 2 поединка, и оба получились на заглядение зрелищными. Михаил Коробков и Виктор Колесник ничего не смогли сделать против американского поезда. Но Хамзат Долгиев боец совершенно иного уровня, и бой ожидается под стать профессионализму спортсменов. On the jackhammer strikes all the way to victory and the title. Итак, 21 апреля M1 Challenge 91. Первая защита титула Долгиевым и попытка оспорить чемпионство Ландвером. Бой, несомненно, привлечет огромную аудиторию. Ингушским же болельщикам остается пожелать удачи Хамзату в процессе подготовки. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.